Кристофер Кэмпбелл Холт, регистратор и руководитель аппарата суда и арбитражного центра при Международном финансовом центре Астана. 20 лет в юриспруденции. Работал в Великобритании, США, на Ближнем Востоке, странах Евразии. Выступал в качестве регистратора в коммерческом суде и Центре по альтернативному разрешению споров Международного финансового центра Катара под председательством лорда Вульфа. Почетный профессор в университете КАСГУ имени Нарикбаева. Член Ассоциации адвокатов штата Нью-Йорк, член Королевского института арбитров Великобритании и аккредитованным медиатором Центра эффективного разрешения споров. Эксперты Международного финансового центра Астана. Каждый день своим кропотливым трудом они создают инвестиционное будущее нашей страны. Май 2015 года. Подписан указ президента Республики Казахстан от 19 мая 2015 года о Международном финансовом центре Астана. Декабрь 2015 года. Принят Конституционный закон Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года о Международном финансовом центре Астана. Декабрь 2017 года. Судьи суда МФЦА принесли присягу президенту Республики Казахстан. Январь 2018 года. Начал работать суд МФЦА и Международный арбитражный центр. Февраль 2019 года. Запуск системы электронного правосудия e-Justice в суде МФЦА и МАЦ. Апрель 2019 года. Вынесено первое решение суда МФЦА. Февраль 2020 года. Назначен новый председатель суда МФЦА лорд Манс. Good afternoon. My name is Professor Alexander van der Putte. Добрый день, меня зовут профессор Александр Ван де Пут. Я работаю почти уже 5 лет в МФЦА, руководителем по стратегии и представителем комитета по корпоративному управлению. Я был человеком из бизнеса всю свою жизнь. Я сам родом из Бельгии, вся моя карьера, а это 25 лет, связана с развивающимися рынками. Сегодня я буду говорить с точки зрения бизнеса, поэтому сегодня, когда я смотрю на страну как Казахстан, я снова говорю, что с точки зрения предпринимателя это мир, в котором идет бизнес. Эксперты могут утверждать, что ведение бизнеса за пределами родной страны является крайне сложной задачей, поскольку риски значительно выше. О каких рисках идет речь? Мы говорим о судебных рисках, рыночных рисках, нормативных рисках, но в целом низкой осведомленностью с местными обычаями и культурой. Сейчас мы не можем осветить все эти риски, но мы можем в значительной степени помочь смягчить эти риски благодаря МФЦА. Для решения юридических споров в МФЦА работают два органа – суд и арбитражный центр. Суд состоит из двух инстанций. Суд первой инстанции, в который входит суд мелких тяжб, рассматривающий споры на сумму до 150 тысяч долларов США, и апелляционный суд. Решение апелляционного суда МФЦА окончательное и дальнейшему обжалованию не подлежит. Международный арбитражный центр – это альтернатива судебному процессу, где споры решаются посредством арбитража или медиации на выбор клиента. Сегодня суд МФЦА и Международный арбитражный центр начинают писать собственную историю. Они будут вырабатывать доверие иностранных инвесторов, которые, зная, что мы работаем на принципах английского права, будут уверены в справедливом решении в случае возникновения судебных споров. До 1 января 2020 года стоимость услуг в суде МФЦА и арбитражном центре МАЦ равна нулю. Такого не может предложить ни один финансовый суд в мире. Если есть коммерческий спор, то можно попробовать обратиться в МФЦА, тем более состав экспертов, как на юридической Оскаровской премии. Кристофер, здравствуйте! Рад вас видеть. Здравствуйте, и я рад. Для меня честь рассказать зрителям о нашей работе. Расскажите, чем вы занимаетесь? I am the Registrar and Chief Executive of the AFC Court and Arbitration Centre at the AFC. Я регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА и Международного арбитражного центра. Моя задача — организовать судебный процесс и арбитражный процесс. Я своего рода связующее звено между судьями, представителями Международного арбитражного центра и клиентами. Помимо этого, наделен ограниченными судебными полномочиями, то есть также разрешаю споры клиентов. А зачем суду и арбитражному центру при МФЦА нужен регистратор? Во-первых, оптимизация рабочего времени представителей Верховного суда и арбитражного суда. Наши арбитры, медиаторы и судьи — самые лучшие в мире эксперты.
Во-вторых, как следствие, оптимизация расходов за счет улучшения бизнес-процессов. Организация судебных процессуальных норм суда и арбитражного центра. Мы позаботились о том, чтобы все самые современные разработки других центров перешли сюда, в Казахстан, в суд МФЦА и МАЦ. Расскажите, кто вам помогает в этом? I am very fortunate to have Моя лучшая команда обученных за рубежом граждан из Казахстана, вспомогательный персонал в секретариате суда МФЦА и арбитражного центра. С этим не поспоришь. Готовясь к интервью, мы изучали опыт работы и самого Кристофера и были приятно удивлены. Кристофер – настоящий кочевник мировой цивилизации. Родившись и проработав в Великобритании, он в один миг переезжает на Ближний Восток, где в исламском мире создавал институты с английским правом. Впрочем, лучше спросим у него самого. Расскажите о своем личном опыте. So I've been working in the legal profession, firstly in Я живу за пределами Великобритании уже 10 лет. В 2010 году переехал в Катар, на Ближний Восток, для создания Катарского суда и Международного арбитражного центра. Прожил там 6,5 лет. До этого я уже успел реализовать разные проекты у себя на родине в Великобритании, в Азии и США. И вот в 2017 году меня пригласили в Казахстан для создания судебного и арбитражных органов. Вас можно отнести к гражданину мира или кочевнику? well, Часто слышу это понятие и скажу, что я гражданин мира или номад. Думаю, что в глобальном мире, в котором мы работаем, в особенности в МФЦА, с глобальной инвестиционной перспективой для Казахстана и Центральной Азии, это новая норма жизни. И чем богаче твой опыт, тем ценнее твой труд. Интересно, а почему вы решили переехать из Катара и выбрать именно Казахстан? well, I had a very happy life and working career in Qatar. Мы с женой тщательно изучили Казахстан. Я решил переехать в Казахстан для того, чтобы помочь построить новую правовую систему, чтобы у предпринимателей и населения была возможность попробовать поработать с английской системой права. Вам нравится Казахстан? I have a great interest and fondness. Прожив в Казахстане со своей семьей более 3 лет, скажу, что намерен остаться здесь в обозримом будущем. Я предан проекту для того, чтобы продолжить свою работу, которую наш проект делает для МФЦА в Казахстане. Мы с супругой подружились с коллегами и новыми друзьями в Казахстане. В вашей стране необычайно добрые и душевные люди. Нашим зрителям интересно, а есть ли разница в организации работы в зависимости от страны? I think yes. I think when you have these international centres with international common law courts, Мой подход к работе в любой стране – это работа 24/7 с точки зрения качества работы. График работы в Великобритании примерно с 9 до 5:30 вечера. В Катаре рабочий день совершенно другой, так как это мусульманское государство, и люди обычно встают рано на рассвете для молитвы. Работа в офисе начинается в 8 часов утра. Если они честно выполняли свою работу, как это всегда делала моя команда, то уходили из офиса не позднее 6 часов. В Казахстане все по-другому. Я заметил, что работа обычно начинается около 9 официально, а мы обычно физически долго находимся в офисе. Кристофер, с учетом вашего опыта работы в Великобритании, Катаре и Ближнем Востоке, скажите, есть ли особенности характера юридических споров в зависимости от ментальности, географии и среды обитания человека? yes, there will always be peculiarities. Разница есть. В Европе и США традиционно все обращаются в суды. Там исторически сильный институт юристов и адвокатов, а на Ближнем Востоке никто не хочет идти в суд. Люди в основном хотят разрешить свой спор через медиацию или через то, что мы называем просто дружественными спорами, спорами между друзьями. Но разница в скорости. Клиенты приходят и говорят: мы хотим, чтобы этот спор был разрешен на следующей неделе, в то время как на Ближнем Востоке это можно было делать месяцами. Подход к ведению бизнеса здесь гораздо более быстрый. Почему вы выбрали профессию юриста? Good question. It wasn't a natural decision for me. Я 20 лет работаю юристом. Думаю, с этим и родился. Это заложено в моей ДНК. Можно сказать, я от природы склонен к спорам, как и многие юристы. В любой жизненной сфере, будь то профессиональной, социальной или личной, я сначала выясняю правовую суть проблемы, каковы права клиента как человека или как компании в конкретной ситуации. Кристофер, вам такой интересный вопрос. Если бы не юриспруденция, то кем бы вы были? Very good question again. Астронавтом, чтобы исследовать другие миры. Как думаете, если бы 7 миллиардов людей на планете стали бы юристами, что было бы с миром? Well, despite my love and passion, great passion for the law,
Если бы 7 миллиардов людей стали юристами, я подозреваю, что суды и арбитражные центры были бы перегружены. Потому что человек, умеющий защищать свои права, не будет мириться с несправедливостью. Как говорится, историю творят люди. И люди с интересной судьбой творят особую историю. Вернемся к делам насущным. Суд и арбитражный центр. В чем отличие и какие услуги они предоставляют? МФЦ учредил независимый суд. Позвольте мне подчеркнуть. Независимый суд, основанный на принципах и нормах английского общего права. Право, которое является высшим стандартом в этой области, а также Международный арбитражный центр. Это вселяет уверенность с точки зрения международного бизнеса. Председатель суда МФЦ, судьи, председатели МАЦ, арбитры, регистраторы и руководитель аппарата имеют безупречную всемирную репутацию и, кроме того, значительный опыт применения английского общего права. Все они являются британскими судьями. Наша цель в МФЦ – это в значительной степени снизить риски ведения бизнеса в Казахстане. Поэтому с точки зрения международного бизнеса Казахстан предоставляет возможности для инвестиций по очень приемлемой цене. Мы здесь, чтобы благодаря суду и арбитражному центру и другим органам МФЦ помочь вам в значительной степени снизить эти риски и стать долгосрочными партнерами в будущем. Вообще, мы здесь рассматриваем дела, имею в виду мы, это судьи, конечно же, рассматривают дела по принципам и нормам английского общего права. Каждый из них имеет огромный, колоссальный опыт в судейской и юридической практике. Сотрудники, обеспечивающие работу этого суда, это казахстанские лица, которые наработали опыт как в частном секторе, так и в государственных структурах. Есть какие-то плюсы обращения именно к вам, в суд МФЦ? Мы, конечно же, не конкурируем с судебной системой Казахстана, у нас в очень хороших отношениях на всех уровнях. Но самое главное преимущество суда МФЦ в том, что здесь можно рассматривать дела как раз по принципам английского общего права. Именно тот принцип, который выбирает бизнес-сообщество. И сейчас мировые тренды именно в разрешении коммерческих споров выигрывает именно подход английского общего права. И мы здесь предоставляем для инвесторов, иностранцев, именно понятную для них систему, разработанные правила, которые сделаны на основе общего, я бы сказал, скорее всего, разработанные правила на международном опыте. А будет ли это, допустим, быстрее или дешевле, если обращаться именно к вам? Быстрее, дешевле. Да, это основные характеристики, которые люди ищут, когда обращаются в суд. Быстрее, чем это опять идет сравнение. Каждый кейс, каждое дело имеет свой предмет, свою историю, свою специфику, которую, в принципе, судья будет определять. Конечно же, наши судьи постараются сделать максимально эффективно и в самые сжатые сроки. Но ускорить процесс во вред справедливости, конечно, будет неправильно. То есть мы преследуем цель, так же, как и любая другая система, судебная система, обеспечить справедливость и восстановление этих прав. На текущий момент в более чем 1000 деловых договоров была внесена оговорка о том, что все юридические споры будут рассматриваться в суде или арбитражном центре МФЦ. Контрагентами по большей части этих договоров выступает бизнес, работающий в Казахстане и регионе. Мы рады этому, значит, представители Евразийского региона видят для себя большую пользу в этом. В прошлом году суд МФЦ запустил новую услугу «Судебная медиация». В отличие от других арбитражных центров, в Международном арбитражном центре медиатор, назначенный для разрешения споров путем медиации, выступает также в качестве арбитра, который рассматривает споры в рамках арбитражного разбирательства. Медиатор – это независимый от арбитров нейтральный посредник. Главное отличие суда и арбитражного центра заключается в спектре предоставляемых услуг. Суд МФЦ – это традиционное судопроизводство. МАЦ – это арбитраж, медиация и другие формы альтернативного разрешения споров. Отличительная черта арбитража – это, во-первых, конфиденциальность. Арбитражное разбирательство всегда проводится в частном порядке. Так что если компания или физическое лицо хочет защитить свои коммерческие тайны, или, возможно, они сами хотят сказать сведения, не подлежащие разглашению, то все будет защищено на частном слушании.
Все судебные дела будут открыты для публики. У публики есть на это право. Им не нужно записываться где-либо, они могут приехать в суд и наблюдать за слушанием или присоединиться к нему онлайн. Мы заранее предупреждаем каждого перед слушанием. Если это уместно, если это указано судьей по данному делу, и публике разрешено присутствовать на процессе и видеть, как торжествует справедливость, а не просто слышать и видеть решение, а на самом деле видеть, как оно происходит, и быть частью этого, даже если они спокойно сидят на самой задней части судебного зала, смотрят или наблюдают. Во-вторых, право выбора судей, медиаторов и арбитров. Главное объективное отличие арбитражного центра от суда – это то, что в арбитражном процессе стороны сами выбирают для себя своих арбитров. И то же самое относится к посредничеству. Кристофер, какие методы существуют в мире помимо арбитража, медиации и суда? There are a whole wide variety. Есть много альтернатив традиционному суду, которые я называю традиционным судебным разбирательством в типичном суде. Например, ранее независимая экспертиза. Это когда один судья за раз будет предлагать анализ спора без выяснения обязательного решения или постановления. Для этого заключение в письменном виде представляется сторонам тому от судьи, который рассматривает дело. И сторон, если они хотят, решают. Нет, мы не будем возбуждать дело, или да, мы будем. Если они все-таки передадут дело в суд, то другой судья, конечно же, уважая независимость разбирательства, вынесет решение по данному спору. Какие новые виды разрешения споров планируется вводить в МФЦ? Well, adjudication has been set up in many countries, in particular my country, the UK. Наш арбитражный центр и суд предлагают доступ ко всем видам методов решения споров. В этом году мы планируем запустить новую услугу – адъюдикацию. И можно поподробнее, а что это за метод? Well, adjudication has been... Решения споров в более неформальной обстановке, чем при арбитраже и суде, но на самом деле будут применяться формальные правила, что не обязательно при медиации. Один человек со стороны МФЦ выслушает претензии сторон друг к другу и самостоятельно примет решение. Какие требования предусмотрены в МФЦ для обращения в суд или в медиацию? Возможно, по сумме или по размеру бизнеса? For mediation, Никаких требований нет. Методы разрешения споров – это выбор сторон. Клиенты могут использовать любую из форм разрешения споров, если другие стороны спора согласны. Мистер Кристофер Кэмпбелл Холт состоит в Международном совете при Верховном суде Республики Казахстан. Его международный опыт будет направлен на развитие, модернизацию и реформу судов и правовой системы. Кристофер, расскажите, как вы взаимодействуете с ними и планируется ли в будущем разграничить сферу работы между Национальным судом и судом МФЦ? so we've worked really hard actually with our first Chief Justice, Lord Wolf. Для меня было честью, что меня пригласили в Международный совет при Верховном суде. Мы встречаемся официально 2 раза в год, и есть некоторые темы, которые обсуждаются на повестке дня, и у всех нас есть возможность либо выступить с презентацией на конкретную тему, если тема попадает в рамки нашей конкретной экспертизы. Мы, конечно же, полностью независимы от судебной системы Казахстана, как в юриспруденции, так и на практике, и ни один суд не имеет власти и законных полномочий, чтобы пересматривать или контролировать решения нашего суда МФЦ. Тем не менее, мы очень заинтересованы в том, если местные суды желают этого, если стороны желают рассмотреть потенциальную передачу некоторых судебных разбирательств, если они связаны с международными или коммерческими элементами, с которыми наши международные судьи мирового класса будут способны оказать помощь в разборе конфликтов. Все для того, чтобы это было выгодно не только для МФЦ, но и, конечно, для всей Республики Казахстан. А какая же все-таки разница между казахстанской судебной системой и судебной системой МФЦ? There are some similarities, but there are lots of differences, and that's a good thing. Разница в процедуре судопроизводства по нормам общего права, которая очень сильно отличается по многим параметрам от процедуры судов, находящихся в гражданской системе Казахстана. Например, у вас, в частности, есть очень большой опыт разработки процедуры кейс-менеджмента. Идея заключается в том, чтобы обеспечить разрешение споров в нашем суде МФЦ и арбитражном центре как можно быстрее и экономичнее с помощью пошаговых процедур. Как это проходит? For investors is now there. В подготовительной работе все документы, все сопроводительные документы изучаются до слушания судьей аппаратом суда МФЦ и арбитражного центра, который я возглавляю. Проверка позволяет судье разрешить спор быстро, без доработок, а значит и без дополнительных затрат. Будет совершенно неправильно и несправедливо сравнивать статистику суда МФЦ и местных судов Казахстана из-за того, что они представляют нечто совершенно иное.
Они представляют другие услуги, работают в других условиях, и нас сравнивают с другими аналогичными международными правовыми учреждениями в Дубае, Абу-Даби, Катаре и Сингапуре. И статистика показывает очень хорошие показатели пока что. Что же, мировые эксперты — это хорошо, но нам нужны и свои казахстанские эксперты мирового уровня, чтобы и наши юристы учились и перенимали опыт. И буквально вчера мы посмотрели новую программу вебинаров от МФЦА, где судьи суда МФЦА и приглашенные эксперты рассказывают о своей работе. За последние 2 года суд МФЦА и МАЦ в рамках своей образовательной программы обучил более 500 казахстанских юристов и студентов. 145 местных и международных юристов получили право представлять интересы сторон в суде МФЦА посредством регистрации в его аппарате. Подписано 17 меморандумов о сотрудничестве с ведущими центрами по разрешению споров в Евразии, Азии и Европе. Посмотрим, как проходят рабочие встречи. Крис, я хотел тебя спросить, мы как будем работать в условиях пандемии? Сейчас много чего изменилось. Может быть, это как-то отразится на нашей работе? We've got a great team at the AFC Court and Arbitration Centre at the AFC. Через нашу систему электронного правосудия e-Justice. e-Justice — это онлайн-портал, который позволяет сторонам подавать иски в суд МФЦА и МАЦ в электронном виде из любой точки мира без физического присутствия в Нур-Султане. Система была разработана судом МФЦА и МАЦ совместно со своим IT-партнером сингапурской компанией. Это продукт мирового класса. Она помогает в управлении процессом электронной обработки юридических документов и администрировании судопроизводства и арбитража. Кристофер, вам специальный вопрос от Atomic Business. Знаете ли, в интернете пишут, что у вас было всего 3-4 дела. Это не подтвержденная информация, но, может быть, расскажете об этом поподробнее? Yes, so the court has actually had... Во-первых, это неправда. В данный момент, не давая конкретных цифр, я могу предположить, что мы получили более 70 дел. Из них 25% — это международные компании. Для сравнения, Международный коммерческий суд Сингапура имеет на своем счету 3 дела на 3-м году работы. У них не было никаких дел в свой 1-й год или 2-й год. И те дела, как я понимаю, были переведены из местных судов. То есть дела не были международными. Дубай, как я понимаю, на 4-м году существования имели 7 дел, и в первые 3 года у них не было никаких дел. Во-вторых, с точки зрения количества дел, которые у нас были, я хочу добавить, что у нас есть 3 арбитражных процесса, которые проходят в нашем центре, и у нас было 75 процессов медиации, и все они включали различные суммы денег и оценки стоимости иска. Медиации, в свою очередь, решаются очень быстро, и в некоторых случаях медиации решались за 1,5 часа после начала сессии. Как правило, на международном уровне процесс занимает 1 или 2 дня, или иногда бывает, в моем личном опыте, всего 1 день, чтобы решить спор со сторонами вместе в электронном виде или личной встрече. Расскажите о своем первом споре. So the first case happened. Первое дело появилось в начале нашего 2-го года, на 14-м месяце нашей работы. Это действительно исключительный случай. Дело было завершено очень быстро. 25 апреля 2019 года суд МФЦА вынес свое первое судебное решение по первому коммерческому делу. Иск был получен 19 марта 2019 года в рамках юрисдикции Opt-in, которая открыта для всех компаний при условии наличия письменного согласия на рассмотрение спора в суде МФЦА. Решение было вынесено судом мелких тяжб и опубликовано на официальном веб-сайте. Рассмотрение спора судом МФЦА было произведено в рамках приказного производства при помощи электронного обмена документами без судебных сборов в соответствии с международными стандартами. Расскажите о скорости принятия решений. Decision-making at the AFC Court. Каждое дело в судах общего права, судебной системы, в любой судебной системе, включая систему гражданских судов, является исключительным случаем. Каждое дело разное, в нем есть разные факты. Наш подход в суде МФЦА и арбитражном центре – делать все то, что необходимо по мнению всех судей и арбитров, как они считают, учитывая их глубокий опыт и необходимую экспертизу в интересах справедливости в этом споре. Что это значит на практике? Это то, что у нас нет крайних сроков. У нас нет такого правила, которое говорит о том, что каждое дело должно быть закончено в течение 1 месяца или 2 месяцев. У нас есть правило, доминирующая цель как в суде, так и в арбитражном центре, которое написано в нашем своде правил для судов и арбитражных центров. Все должно быть сделано справедливо, в интересах справедливости, как определяется судьей или арбитром в тех или иных делах. Так что я могу привести вам несколько примеров, когда мы рассматривали спор от начала до конца в течение 1,5 часа после того, как были представлены все документы.
Какие виды споров вы решаете? So the AFC Court and IAC resolve. Очень интересный вопрос. Наш суд, естественно, не может работать с уголовными делами или административными, но все коммерческие вопросы. Вопросы, связанные с контрактами. Мы можем помочь по вопросам трудоустройства, банкротства, восстановления платежеспособности компаний, слияния или погашения. Схемы организации работы компании, затрагивающие права кредиторов и права акционеров и право интеллектуальной собственности. Все эти дела могут быть рассмотрены в суде МФЦА и арбитражном центре. Кристофер, а что для вас сложное дело? All cases are difficult. Что касается сложности, это зависит от самого дела. Если дело несложное, то оно попадает в наш суд мелких тяжб. Там специально ускоренное производство, если это малоценный иск, или же представленные факты и доказательства не такие уж и сложные. Hello. Кристофер, здравствуйте. Меня зовут Аружан, я учусь в школе. Но когда вырасту, хочу стать адвокатом. Я даже смотрю все фильмы про адвокатов. И я, честно говоря, мечтаю попасть в зал суда. Можно мне и моим друзьям прийти к вам на экскурсию? Yes, well, thank you very much for your call today. Конечно, мы как раз разрабатываем программы для школ, чтобы дети могли посещать наши суды и видеть главного судью, мантию на манекене и увидеть некоторые фотографии самих судей и нашей команды. Это интерактивный способ участия. Спасибо, Кристофер. Спасибо Кристоферу и всем участникам. Уважаемый зритель, надеемся, суд и Международный арбитражный центр МФЦА стал для вас доступнее и понятнее. Надеемся, что в скором времени и наши граждане будут приходить в МФЦА с детьми на экскурсию, чтобы показать место, где всегда выигрывает Ее Величество честность и справедливость. До новых встреч!